Так. Слово предоставляется представителю Министерства юстиции Сыдыкову Розбеку Кадырбековичу. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Рахмат, уважаемые судьи Конституционного суда Кыргызской Республики. Я хочу вкратце выступить по поводу того, что сторона ответчика тоже ответил, подробности по законодательству, которое у нас предусмотрено. Я бы хотел сказать, что Конституционный суд Кыргызской Республики, официальное название нашего государства Кыргызская Республика Кыргызстан. Государственный язык у нас кыргыз тиле. Язык – основа государственного становления кыргызской государственности. Согласно преамбулу Конституции, мы, храня верность традициям наших предков и сохраняя заветов монасов и утверждая права и обязанности народов Кыргызской Республики, приняли. То есть наша республика – Кыргызская Республика. Язык – это основа. Принятый закон. Тем более вот адвокат Исакжанов, адвокат, он ранее получил лицензию. У нас лицензия выдается только один раз на всю жизнь. Никакого пересдача либо переполучения процедуры нету, не предусмотрено. То есть новые законы тоже это распространяются на тех лицах, которые у нас, которые получают в данный момент, те лицам, которые претендентам, получившие лицензию, такого требования пока у нас нет. У нас лицензирование могут на государственном языке и на официальном языке, который удобно. Тем более адвокат у нас участвует в осуществлении правосудия, работает с нормативными правовыми актами. Согласно закону нормативных правовых актов статья 6, если имеется расхождение текста Конституции и нормативных правовых актов, оригиналом считается государственный, то есть редакция на государственном языке. То есть адвокат обязан знать. Тем более адвокат у нас, в отличие от нотариуса либо от других, он не принимает решения, он участвует в судопроизводстве. А суд у нас, как третьей ветви власти, это является государственное учреждение. А в государственном учреждении кыргызский язык должен быть. Тем более, вот по поводу знания вообще-то государственного языка я бы хотел сказать, то есть, чтобы нашим вот господин Исакжанов ссылается международных пактов, там, международных реквизитов, подробностей не рассказал, но ни в одном мире нету, ты с момента рождения, живя, не зная этого языка государственного, тем более работаешь адвокатом. Например, например, привести страны там, Европы или России, для того, чтобы быть трудовым мигрантом, получить вакансию уборщика, ты должен знать этого языка. А у нас, живя здесь, имея адвокатскую лицензию, человек, я хочу вот во избежание оценочных действий, то есть мы должны подстраиваться конкретно одному человеку, все системы, что ли. А наш язык, государственный язык, тем более должен развиваться в сфере юриспруденции, в сфере науки, технологий. Он не должен оставаться только в бытовом уровне. Наши предки, наше государство для этого существует, что наш язык сохранился. Это наша основная задача. Споры и не могут быть. Поэтому, уважаемые, я бы хотел тоже во избежание от оценочных высказанных друг, я лично конкретно о себе хочу сказать. Я кыргыз, у меня родной язык кыргыз. Я родился в кыргызской семье, вырос в кыргызской среде. У меня не было окружающей среды на русскоговорящей, да. Я учился в кыргызской школе, закончил университет на кыргызском языке. А ведь кто мне создавал условия для изучения русского языка? Пришло, что самому же. Потому что надо, помимо русского, кыргызского языка, я еще два иностранных языка знаю. Но это же желание человека должен жить. Это вообще-то уважение тому государству, где ты живешь. Тем нормативным правовым актом, указанным, гарантированным Конституцией, ты пользуешься. Но сделай дан уважение, пожалуйста, этому государству, этому языку тоже. У меня все, Рахмат.